Уважаемые коллеги, уважаемые ребята, как уже сказали предыдущие ораторы, Светлана Айратовна, Наталья Викторовна, водоросли имеют огромный потенциал для использования в биотехнологии. И я хочу сказать, что в нашем университете активно развивается научная школа альгологическая, которую создал профессор Рустем Рашатович Кабиров еще в 70-е годы прошлого века. И у нас сейчас эта школа развивается, и она включает как уже состоявшихся ученых, так и молодых исследователей. И вот мы проводим исследования водорослей как в фундаментальном плане, так и в прикладном. Но я хочу рассказать о некоторых наших достижениях, которые касаются именно использования водорослей и цианобактерий, их биотехнологического потенциала в сельском хозяйстве. Вот Наталья Викторовна уже начала вам рассказывать о том, как водоросли и цианобактерии используются. И вот хочется сказать, что сейчас водоросли и цианобактерии, они широко используются во всех отраслях, как промышленности, так и сельского хозяйства, природоохранной деятельности. Но хочется сказать, что за рубежом биотехнология водорослей – это целая отрасль экономики, которая приносит прибыль. Там огромное количество биотехнологических компаний с большим оборотом. И есть даже в последнее время такой термин, как биоэкономика, основанная на водорослях. То есть посмотрите, какое внимание. И вот началась эта история с того, что люди пытались использовать водоросли для получения биотоплива. То есть в тех странах, где жаркий климат, есть возможность выращивать водоросли в прудах, получают биоэтанол, используют его, например, в каких-то уже промышленных масштабах. Затем очень важная проблема – это поглощение углекислого газа. Это, например, если мы водоросли просто будем выращивать в фотобиореакторе, то они будут поглощать углекислого газа в сотни раз больше, чем деревья. И поэтому этот потенциал, он используется в том числе у нас на территории Республики Башкортостан существует карбоновый полигон. И вот недавно буквально мы встречались с коллегами из нефтяного университета и рассматривали перспективы использования водорослей и в этом плане. И нам уже были подобраны перспективные штаммы, которые поглощают кислород, которые наоборот выделяют кислород и поглощают углекислый газ в больших количествах. Но в том числе используются водоросли и цианобактерии для восстановления нарушенных земель. Мы на основе биомассы водорослей и цианобактерий можем подготовить такие препараты, которые, например, можно вносить в почву при разливах нефти, например, когда мы пытаемся рекультивировать отвалы. Но вот про это еще расскажут наши последующие выступающие. Ну а вот я хочу рассказать как раз о получении биопрепаратов для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Вот посмотрите, ребята, Наталья Викторовна вам показала очень много красивых фотографий водорослей. Вот оказывается, если мы водоросли с вами будем выращивать на питательной среде, то они, образуют так называемую суспензию водорослей. И вот эти суспензии получили мы вместе с нашими студентами на базе, это вот фотографии сделаны в региональном центре инженеринга РЦИ. Посмотрите, жидкость такого приятно зеленого цвета. Это суспензия водорослей Chlorella vulgaris. И вот оказалось, что именно вот эта суспензия, она играет огромную роль как биопрепарат. Почему? Вот посмотрите. Во-первых, повышается рост растений, причем и всех органов растений. Зачем? Повышается устойчивость фитопатогенов. А это почему? Потому что, как уже сказала Наталья Викторовна, та же Chlorella vulgaris у нас вырабатывает антибиотик, да?
И практически все виды водорослей вырабатывают те или иные биологически активные вещества, которые позволяют им выживать в конкурентной борьбе с другими микроорганизмами. И кроме того, вот эти суспензии водорослей, в том числе хлорелла вулгарис, способствуют увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. А почему? Потому что водоросли вырабатывают огромное количество биологически активных веществ. Это гормоны, это различные антиоксиданты, антибиотики. И значит, вот эти вещества благотворным образом влияют на урожайность сельскохозяйственных культур и способствуют тому, что мы, используя вот эти экологически безопасные субстанции, да, мы улучшаем как бы, нашу продовольственную базу. Ну и повышение плодородия почвы. А почему это возможно? Да потому что водоросли и цианобактерии, они, когда развиваются в почве, все они практически выделяют слизь, так ведь? И они своими частичками способствуют тому, что почва приобретает структуру, даже там, где она полностью ее утратила. Кроме того, как мы видим, они в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают огромное количество биологически активных веществ, которые они выделяют в почву. И кроме того, водоросли цианобактерий служат пищей для многих мелких, значит, животных организмов, которые обитают в почве, и тем самым тоже улучшает ее состояние. И вот мне хочется рассказать, ребята, что мы проводили разнообразные исследования. И одним из самых интересных результатов, который нами был получен, это использование водорослей в гидропонике. Что такое гидропоника? Гидропоника – это выращивание растений на субстратах, которые не являются почвой. Да? То есть мы с вами привыкли, что мы, значит, сажаем картошку, морковь, да? Все мы сажаем весной в землю, осенью выкапываем. Но в чем проблема? А проблема в том, ребята, что посмотрите, какой у нас становится климат. Да? Он непредсказуемый. И бывает так, что в результате засухи или каких-то стихийных бедствий мы теряем полностью весь урожай. А выращивание на гидропонике – это выращивание на каком-то субстрате, например, на водном субстрате, на песчаном. Это можно, вот в основном сейчас все тепличные хозяйства выращивают именно на гидропонике. И мы, когда выращиваем в таких искусственных уже условиях, мы тем самым наш урожай защищаем вот от неблагоприятных стихийных бедствий. Особенно это актуально для, например, стран с экстремально жарким климатом. Да? Например, вот многие арабские страны, африканские страны. Там очень трудно вырастить, если ты не будешь выращивать вот в таких защищенных условиях. Или, например, возьмите, урожай получили даже в Антарктиде, да? Они, естественно, выращивали не в почве там, да, а выращивали вот в этих искусственных условиях. И мы с нашими магистрантами провели такой интересный эксперимент. Мы взяли водоросль хлорелла вулгарис, это аутентичный штамм, который является настоящей хлореллой вулгарис, и провели такой эксперимент. Мы взяли по 100 баночек, вот видите, это стеклянные баночки, и налили в опытные баночки, мы налили среду, добавили туда суспензию хлорелла вулгарис, а в контрольные, с которыми мы сравнивали, мы налили просто питательную среду. И везде мы посадили, видите, вот такие уже пророщенные молодые растения огурца посевного. Вот создали такую как бы простейшую гидропонную систему. Выращивали в течение, значит, где-то примерно 2-3 недель. После окончания этого эксперимента мы вытащили все растения, да, и померили у них длину вот этих вот проростков, длину корней, и после этого еще у каждого растения взвесили биомассу вот этих вот проростков и корней. И что получилось? А получилось, результаты были очень интересные. Получилось, что у нас и корни, и проростки укорачиваются. Ну, вроде все плохо, да, ну как же так? Значит, хлорелла плохо на них повлияла, они же укоротились. Но когда мы сравнили с результатом по биомассе, оказалось, что
биомасса увеличилась. Она увеличилась и для, значит, проростков, и для корней. Но для корней это изменение было намного более выраженным. И по критерию студента там был, значит, критерий достоверности очень высокий. Что же у нас получается? Когда мы добавляем хлореллу вулгарис, у нас корни стают, какие у огурца? Они стают более короткие, но они стают более толстые. И как бы мы знаем, что для питания растений на гидропонике очень важно получать питательные вещества из раствора. И вот это очень важное было наблюдение. Мы, значит, опубликовали статью в журнале «Биотех», да, вот про это говорила Светлана Айратовна. И буквально на следующий день уже начали получать письма. Я даже получила письмо от куратора коллекции Ютекс, это крупнейшая коллекция американская. И куратор этой коллекции написал, что мы большие молодцы, потому что провели очень актуальные исследования. Вот именно это направление использования водорослей, оно будет наиболее перспективным. И вот уже, как сказано было, прочитал эту статью наш коллега из Индии, и он решил приехать к нам учиться в нашу лабораторию. Вот скоро он к нам приедет, в понедельник, как говорится, Аллабирса, иншаллах, приедет и будет у нас работать в наших лабораториях и будет учиться у нас. Вот посмотрите, какие результаты мы получили. И это было очень интересно. И самое главное, что в получении этих результатов и участвовали такие же ребята, как и вы. Но посмотрите, следующее, это у нас эксперименты, которые мы проводили с Марией Жасинту. Мария Жасинта у нас училась на отделении географии и биологии. Она приехала из Анголы. И вот мы с Марией провели такой эксперимент. Мы взяли, значит, пшеницу зауральская жемчужина и, значит, поливали эту пшеницу 3 суспензиями. Мы взяли суспензию водорослей хлорелла вулгарис, потом взяли псевдококомиксы симплекс, это тоже аутентичный штамм водорослей, а потом еще мы сделали суспензию на их основе, то есть мы смешали вот эти 2 суспензии псевдококомиксы симплекс, хлорелла вулгарис, и получили биопрепарат. И поливали растения. Вот это, значит, схема наших экспериментов, это вот как выглядят эти семена в чашках Петри. Я не буду останавливаться, потому что Альфия Алисуровна подробнее расскажет. Мы, значит, провели эти эксперименты, и посмотрите, что у нас получилось. Это вот сравнение. Во-первых, было установлено, что все суспензии положительно влияли на энергию прорастания семян пшеницы мягкой. Кроме того, посмотрите, оказалось, что суспензии псевдококомик, вот все суспензии, да, способствовали что? Увеличению длины проростков и корней. Но наиболее, значит, значимые результаты у нас были получены для псевдококомиксы симплекс. Посмотрите. Но вообще везде эти изменения были, и вот они достоверные. Звездочкой показаны достоверные изменения по критерию студента. Но мы на этом не остановились. Мы решили проверить в полевых условиях, потому что в лаборатории это одно дело. В лаборатории все прекрасно, да, у нас температура постоянная, жаркого палящего солнца нету. А как же у нас на поле? И вот мы те же самые препараты мы использовали уже на опытных делянках, значит, Чешминского селекционного центра Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Вот это Камиль Рафаэлевич, это человек, который болеет за то, чтобы улучшать генофонд пшеницы. И вот на опытных участках мы провели испытания. Мы дважды обработали растения пшеницы суспензиями водорослей. Вот посмотрите, 7 и 23 июня значит, мы осуществляли полив. И нам было очень интересно посмотреть, что же получилось. Но это вот те растения, которые мы с Камилем Рафаэлевичем брали из этих делянок. Но хочу сказать, что вот это был просто нами, как бы, это был интерес такой, как бы, наш исследовательский.
То есть мы смотрели, но это было совершенно как бы визуально. И для того, чтобы вот это все измерить, нужно было 100 растений. И это был просто этап. А на самом деле результаты настоящие были получены уже после того, как мы сняли урожай. И вот интересно, что испытанные суспензии оказали положительное влияние на содержание клейковины, да? Клейковина это что? Это белковая как бы фракция, да? И число падения, то есть сколько колосков остается, а не, да, значит, и вот посмотрите, вот, но здесь цифры приведены, я хочу сказать, что наиболее эффективной, что оказалось? Опять суспензия на, значит, для числа падения суспензии псевдококомикса симплекс, да, то есть мы там видели, но там мы видели на что? На длину корней проростков, а здесь на число падения. Но самое интересное, что вот именно препарат на основе двух этих суспензий оказал влияние на что? На содержание клейковины. Во-первых, мы видим, что результаты полевых испытаний, они не всегда коррелируют с результатами лабораторных исследований, но в целом положительное влияние нами получено, и мы сейчас собираемся продолжить исследование, то есть мы уже подобрали новых 15 штаммов. Вот сейчас 15 штаммов испытаем лабораторно, и на следующий полевой сезон мы хотим найти какие-то суспензии, которые, возможно, окажут более благоприятное воздействие. Будем продолжать эту работу. Ну вот посмотрите, теперь если мы, естественно, проводим огромное количество исследований, ребята, и вот здесь только самые такие мы примеры приводим. Вот посмотрите, что мы используем еще хлореллу вулгарис для того, чтобы обрабатывать растения, в основном овощные культуры в теплицах. И самые, значит, результаты у нас получены на болгарском перце. То есть если мы дважды обрабатываем растения огурца в теплицах, то мы урожайность получаем больше примерно на 20%. Для томатов это 15%, а болгарский перец на 40%. Причем вот эти исследования были получены как нашими магистрантами, так и независимыми исследователями, которые выращивают этот перец в своих теплицах. Вот, посмотрите, ну вот это вот наглядный пример. Посмотрите, вот здесь вот эта чашка, где мы полили семена огурца посевного питательной средой. Вот они как выглядят. А здесь мы полили, значит, биопрепаратом. Это как раз был биопрепарат псевдококомикс плюс хлорелла. Смотрите, насколько более мощные, да, здесь растения огурца. Но кроме того, что мы проводили исследования, мы еще пытаемся постоянно находить наиболее эффективные среды. И вот чаще всего мы используем в наших исследованиях, то есть все водоросли мы выращиваем либо на среде Z, либо на среде Болда, но еще используем более простые среды, которые требуют как бы экономически более выгодны, но они содержат меньшее число микро- и макроэлементов. И вот посмотрите, мы посмотрели, как же эти среды влияют на, значит, рост водорослей. И что же оказалось? Оказалось, что наиболее, значит, оптимальной средой является именно среда какая? Среда Z8, потому что оптическая плотность культуры Целострелла стриолата, это водоросли, которые являются родственником сцинодесмусовых. Так, теперь еще, коллеги, вот нужно сказать, что я вначале говорила про гидропонику. Мы пытаемся изучать влияние не только хлореллы вулгарис при выращивании растений на гидропонике, но и для других водорослей. Вот та же Целострелла стриолата, родственник сцинодесмуса, она тоже оказывала положительное влияние на развитие огурца посевного. Посмотрите, здесь, значит, увеличивалась длина корней, да, тоже. И вообще нужно сказать, что и из литературных источников известно, что водоросли при выращивании на гидропонике больше всего влияют на корни. И
То, что было в литературе, нами было получено то же самое. Значит, это какое-то универсальное свойство водорослей. За счет своих метаболитов, да, они именно способствуют улучшению корневой системы. И вот улучшение корневой системы, оно очень важно именно для гидропонных систем. Но, коллеги, я хочу сказать, что мы проводили изучение не только ростостимулирующей, но антифитопатогенной активности водорослей. Но хочется сказать, что фитопатогены, они способствуют большим потерям урожая. Например, при поражении зерновых культур патогенами мы теряем до 40%. Поэтому вот эти исследования тоже очень актуальны. И мы провели изучение влияния суспензии ностока. Носток – это цианобактерии, про которые Наталья Викторовна говорила, она вам показывала. Да? Вот мы посмотрели, как же влияет суспензия ностока на развитие фитопатогенов, таких как фитофтора, пенициллиум, стимфилиум. Это все, значит, патогены, которые наносят большой вред нашему сельскому хозяйству. И поэтому, естественно, нам было это интересно. Хочу сказать, что вот в этих исследованиях определять фитопатогены нам помогали коллеги из Всероссийского научного исследовательского института фитопатологии. То есть определение фитопатогенов было проведено профессионалами. Вот посмотрите, значит, во-первых, вот здесь вот мы с вами что видим наглядно? Вот это вот, значит, в контрольных вариантах, да, каковы были диаметры колоний, и какие были диаметры колоний при воздействии суспензии. То есть для всех фитопатогенов диаметр колоний что? Уменьшался. Но хочу сказать, что, вернее, вот это даже не диаметр, это площадь колоний. Вот посмотрите, фитопатогены в нашем случае, они росли неравномерно. Поэтому для того, чтобы их площадь вычислять, мы использовали площадь фигур, которые наибольше подходят вот к участкам этих колоний. И это были очень сложные длительные подсчеты. Вот посмотрите, это площадь фитопатогенов в чашках до воздействия. Это значит у нас первый фитофтора, пенициллиум, стимфилиум. Это значит до воздействия. Это через неделю после обработки суспензия ностока. А это через 14 дней. И мы здесь тоже видим, что площадь покрытия фитопатогенов, она уменьшается. Но это были только наши первые исследования. Мы тоже собираемся продолжать вот эту тематику наших исследований. Ну и, значит, вот этот, мы обрабатывали семена крест-салата суспензиями Целостреллос катиопсис. Вот, и посмотрите, во-первых, тоже мы увидели, что влияет на длину, значит, корешков, да, и проростков. Но вот очень показательная вот эта фотография. Посмотрите, вот здесь вот семена, которые мы полили предварительно обычной питательной средой. А здесь мы полили суспензией. Посмотрите, семена настолько стали сильными, да, что они даже фильтровальную бумагу прорвали. Вот. И мне кажется, это очень наглядный пример, который показывает, насколько водоросли повышают ростовые качества семян, в данном случае крест-салата. Но хочется сказать, что мы проводили исследования не только на пшенице, но в прошлом полевом сезоне мы проводили исследования в Туймазах, в хозяйстве туймазинском, на томатах. То есть, вот посмотрите, вот эта суспензия, тоже осуществляли полив, и нами было получено слабо, скажем так, положительное влияние на развитие биомассы. Ну, хочу сказать, что это исследование, оно как бы было затруднено тем, что в хозяйстве использовались не только наши биопрепараты, но и другие химические. Поэтому мы уже решили потом переходить на сотрудничать с теми хозяйствами, которые не используют вообще стимуляторов, для того, чтобы была чистота эксперимента. Ну, дорогие ребята, коллеги,
Вот проведенные нами исследования показывают, что водоросли действительно оказывают стимулирующее воздействие на многие культуры. То есть в подавляющем большинстве случаев обработка суспензии позволяет нам улучшить ростовые качества. То есть повышается всхожесть, энергия прорастания, повышается длина корней и проростков. И как мы видим, даже повышается качество семян пшеницы. А с учетом того, что пшеница это стратегически важная культура, да, которая выращивается везде, она выращивается не только в России, но и в других странах, в этой связи, конечно, дальнейшие изыскания в этом направлении, они являются очень актуальными. Ну и хочется сказать, что вот наш подход к использованию суспензий, он я считаю правильный, потому что именно жидкие препараты позволяют сохранить все уникальные свойства водорослей, которыми они владеют. И еще раз хочу подчеркнуть, ребята, вот такие обширные, интересные результаты нами были получены не только в составе коллективов исследователей, но помогали наши молодые студенты, магистранты, аспиранты. И без включения в работу такого большого числа участников мы бы никогда не смогли провести такие вот исследования. Но, как уже понятно из презентации, водоросли цианобактерий обладают огромным биотехнологическим потенциалом. Мы только в начале пути, ребята. А дальше можно совершить гораздо больше открытий. И наша задача сейчас, чтобы мы от наших исследований перешли уже к разработкам. Нами запущено несколько патентов, и хочется отметить, что в последнее время наблюдается повышение интереса со стороны бизнеса. То есть нами выполнено уже несколько хоздоговорных работ по исследованию биотехнологического потенциала водорослей. Их становится все больше. Вот после Нового года мы будем изучать, как влияют водоросли цианобактерий на черенки. То есть к нам уже приходят бизнесмены и говорят, давайте будем делать. Потом мы сейчас участвуем в проекте, когда один наш коллега вообще собирается строить завод по производству биомассы водорослей для, не буду коммерческие тайны рассказывать. То есть очень много предложений, и мы чувствуем на себе, что действительно это направление будет развиваться. Ну и как сказала Наталья Викторовна, мы приглашаем молодых исследователей, школьников, студентов и каких-то магистрантов. Мы всех приглашаем участвовать в наших исследованиях, потому что те люди, которые имеют опыт исследования водорослей, они могут сделать хорошую карьеру не только в науке, но и в бизнесе. Вот наша, например, выпускница Резванова Екатерина сейчас работает в биотехнологической компании. Потом Вильданова Галия, которая именно проводила эксперименты в составе коллектива по гидропонике, она работает в компании Щелково Агрохим. То есть их делают очень хорошую карьеру. Поэтому я приглашаю всех участвовать вместе с нами в изучении водорослей цианобактерий. Ребята, это не только интересно, но и это будет приносить вам деньги и будет способствовать развитию вашей карьеры. Благодарю вас за внимание.